Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, сегодня мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 4-й аят из суры Аль-Фатиха. Уважаемые зрители, для того, чтобы правильно произнести 4-й аят, нужно следовать некоторым правилам. В данном случае, в этом аяте, при произношении этого аята, нужно обращать внимание на мягкое произношение, так как ни одного твердого звука в этом аяте не существует. Итак, читаем. Малики яумиддин. Обратите внимание. Малики яумиддин. Итак, переходим на разбор аята. Ма. Мягкий звук. Ма. Нет. Ошибочное произношение. Ма. Ма. И ударение в размере двух огласовок. Малики. Так как мы читаем с вами по чтению Хафс от Асима, по пути Аш-Шатибия, удлинение является обязательным. Малики в нашем чтении не читается, и поэтому следует обратить внимание на ударение малики в размере двух огласовок. Такое мягкое удлинение. Малики, малики. Итак, малики. Малики, малики. Теперь яу. Не яу. Нет. Яу. Мягкое произношение. Яу. Не яу. Я. Чтобы твердое произношение звука я не было. Я. Яу. Ми. Яу. Ми. Обратите внимание. Яу. Ми. Теперь перепрыгиваем с вами с огласовки кясры буквы мим на удвоенный знак даль. Так как даль является солнечным звуком, автоматически артикль не читается. Итого получается у нас яумиддин. Нужно немножко давить, так как при отсутствии давления на местонахождение буквы даль получится т. Яумиддин. Тин, это перевод с арабского языка означает инжир, и поэтому в данном случае это день, подразумевается судный день. Хозяин дня судного, то есть хозяин судного дня. Идет речь о Всевышнем Аллахе, субхану тааля. Обратите внимание, сперва давим на местонахождение язык д, яумидди, потом четкое, ясное произношение кясры и яумиддин. Итак, при остановке кясра аннулируется, и она переходит в сукун. Но, если вы обратили внимание, у нас есть удлинение. А удлинение в данном случае, эта долгота, должна соответствовать так же, как мы в предыдущих аятах говорили. Например, бисмиллахир рахманир рахим. В размере двух огласовок мы удлиняли. Итого получается у нас 2. Разрешается 4 или 6, в зависимости, как мы протягивали при чтении этих предыдущих аятов. Итак, правило, которое мы должны следовать, что целый аят мы должны обращать внимание как одно целостное слово. Вдох. Малики яумиддин. Выдох. При следующих аятах то же самое. Вдох, отрывок, выдох. Вдох, отрывок, выдох. Почему? Если мы будем останавливаться малик, то должны останавливаться по правилам таджвида. А по правилам таджвида неэтично останавливаться на каждом слове священного Корана, так как смысл искажается. Обратите внимание, последний раз с вами произносим. Малики яумиддин. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Иншаллах, я надеюсь, что вы постараетесь достойнейшим образом произнести этот аят и всю суру Аль-Фатиха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.